2013 год, это то ли, ну это, по-моему, третий был мой курс. Разработал первую абхазскую клавиатуру, то есть это дало результат. Я тогда разработал Анбан, то есть такую небольшую книжку, которая просто листалась. Вообще интересный факт, что это было в 2012 году, получается, тоже был где-то на втором-третьем курсе. Тогда я попал к Бадре Зурабовичу, но он тогда был в качестве министра культуры. Я ему не так давно рассказывал эту историю, просто напомнил, что вот я к нему так приходил и показывал ему там первый абхазский анбан, который я сделал. К сожалению, на тот момент проект довести вот до какого-то логического завершения не удалось, но тем не менее через год уже полноценную абхазскую клавиатуру я разработал. То есть это я буквально там месяц не выходил из дома, вот никуда просто абсолютно. По такому принципу, чтобы максимально искоренить прокрастинацию, которая свойственна студентам, и все-таки добить этот проект до конца, и удалось. Это был большой успех, на самом деле, тем более для студента меня, там, сделать абхазскую клавиатуру. Я, наверное, сам в какой-то мере не подозревал, что настолько это будет востребовано. Тогда в течение года порядка 3000 именно iPhone устройств установились, получается, значит, абхазскую клавиатуру на 2013 год. Это был вообще колоссальный результат. Сейчас гораздо больше. И я даже проводил определенную корреляцию, потому что мы там буквально недавно обновляли ее, абхазскую клавиатуру, и вот ради интереса смотреть, там гораздо больше, там уже за 10 тысяч перевалило точно. И это тоже вот такой интересный, как говорится, опыт.